Наполеон сказал одну интересную фразу: бояться надо не тех, кто не согласен с вами, а тех, кто не согласен с вами и боится вам об этом сказать. В Беларуси, к сожалению, очень много людей, которые очень хорошо знают, насколько опасна эта станция, насколько неправильно решались все вопросы о ее строительстве. Все это отлично знают. Один из людей мне рассказал даже, как выглядит та площадка на стройке нашей сегодняшней, после того, как уронили корпус атомного реактора. Но это рассказывает втихую, очень боясь. У нас страна перепуганных людей. Все всего боятся. Атомная станция выбрасывает криптон 85-й, а он настолько меняет электропроводность воздуха, что через этот воздух легко пробивает молния. И теперь уже обычные грозы, когда вот сначала лил дождь, а потом была гроза, они уже и невозможны. Сегодня гроза начинается до того, как начался дождь. Когда сухой лес и по нему ударяет молния, пожар однозначно начинается, и очень мощный. У нас пока нет своей атомной станции, своих выбросов мы пока еще не имеем, но если вдруг, не дай бог, они появятся, то не исключено, что первый же результат этой работы этой станции будет выражен первой же сухой грозой поблизости и пожарами в наших белорусских лесах. Еще в 1993 году был выдан отчет о весьма серьезной научно-исследовательской работе, многолетней, по поиску на территории Беларуси площадок для возможного строительства атомной станции. Вот так выглядит обложка этого отчета и подпись самого Михалевича. Здесь десятки подписей. Вот идут подряд подписи исполнителей по этой работе. Это табличка. В ней перечислено порядка 30 рассмотренных площадок. Из этих 30 площадок 6 площадки, на которых были разломы земной коры. На 4 площадках был не один разлом, а даже несколько пересечений разломов. На одной из них было землетрясение в свое время. И что вы думаете, это за площадка? Островецкая. То есть самое худшее вот из этого списка, из 30 исследованных площадок, это Островецкая. Хуже просто найти было невозможно. И строят ее для того, чтобы торговать электроэнергией с Литвой. А Литва заявила, что она покупать электроэнергию не будет. То же самое заявили остальные прибалтийские государства. Россия это поняла, и строительство в Калининградской области тут же прекратила. Зачем строим мы? Дело в том, что сегодня Беларусь обеспечена электроэнергией с запасом на много лет вперед. И у Беларуси есть возможность увеличить свои мощности, по крайней мере, на 1 гигаватт. А 1 гигаватта дополнительного хватит, наверное, на 100 лет. Получается так, что Беларуси-то она, в принципе, не нужна, эта электроэнергия. Зачем там размещать атомную станцию? Если она нужна для нас, то размещайте ее на юго-восточной части Беларуси, где основная промышленность. А так теперь оттуда надо строить новые линии электропередач для того, чтобы подать энергию туда. Ну, мне не хочется все время, как говорится, катить бочку на Россию, но мне не нравится то, что Россия поддерживает идеи строительства атомных станций. Мне это очень не нравится. В свое время, когда работала Игналинская станция, Беларусь покупала электроэнергию с Игналинской станции. Игналинская станция строилась россиянами.
она передана Литве безвозмездно. Поэтому Литва сейчас затрачивала на производство электроэнергии только средства на топливо и на оплату персонала. И все. А вот это в совокупности обходилось где-то в 2 цента. То есть Литва еще полцента зарабатывала на этом. Говорить, что очень дешевая электроэнергия, ну извините, а куда пошли все вот эти капитальные затраты? А ведь они составляют около 80% себестоимости электроэнергии. Говорить о том, что электроэнергия дешевая, ссылаясь на то, что Литва нам продавала по 2,5 цента, ну извините, это уже просто признак полнейшее отсутствие понимания этого вопроса. Если будет пущен один первый блок, мы будем платить за электроэнергию в 2 раза больше. Вот и все. Вот это называется дешевую электроэнергию мы получим. Вот атомщики после Чернобыля были очень расстроены, упали духом. Как же? Станция атомная не доказала свою безопасность. Прошло некоторое время, и вдруг они опомнились и заявили: слушайте, так ведь в Чернобыле же атомная станция РБМК, а она не очень хорошая. Вообще-то станцию РБМК строили главным образом ради того, чтобы получать плутоний для атомной бомбы. Ни одна страна не строит их, только Россия строила. А во всем мире строят станции ВВР. Вот они-то очень безопасны. Тут же начали успокаиваться и опять разворачивать идеологию свою. Давайте строить атомные станции. Только они успокоились, и в этот момент авария в Японии. А там ВВР. Что теперь им делать? Оказывается, и ВВР очень ненадежная. Молчали. И вдруг опять пришла новая мысль. Но ведь в Японии цунами, а у нас-то она быть не может. Успокоились. А потом вдруг я обнаруживаю одну интересную вещь. В Японии землетрясение, ведь эпицентр землетрясения был не в самой Японии, а в океане. Причем на расстоянии довольно далеко, где-то более 200 километров. А когда землетрясение происходит в океане, то от этого места идет как бы 2 волны. Одна идет через грунт, сотрясение, и землетрясение где-то там на берегу появляется, а вторая – это волна, идущая через воду. Так вот, волна через грунт пришла очень быстро. И когда волна дошла до Японии и тряханула Японию, вот тогда вышли из строя реакторы на Фукусиме. Это от землетрясения, а не от цунами. А цунами дошло до Японии через 44 минуты после землетрясения. То есть уже давно эти реакторы были остановлены, они уже вышли из строя, и только тогда добралось до них цунами. Специалисты по ядерной энергетике – это специалисты особого типа. То есть не может быть специалистом человек, который получил образование это. Не может быть. Специалистом-ядерщиком становится человек после получения достойного образования и после многих лет работы по специальности. Вот тогда он становится специалистом. У нас же молодых специалистов пытаются выпустить и сразу бросить их туда. Так если это так, тогда аварии у нас будут гарантированы. А больше, кроме молодых специалистов, у нас нет специалистов. В Беларуси специалистов нет. Был единственный специалист Нестеренко Василий Борисович. Когда работала комиссия, вот та самая, которая должна была решить вопрос, нужна ли нам атомная энергетика, он был тоже членом этой комиссии, но все время молчал, ни разу не выступил. Я к нему подхожу: Василий Борисович, что ты молчишь все время? А он мне сказал просто: а что говорить, я все равно знаю, что станция эта работать в Беларуси не будет. То есть он был на 100% уверен, что
работать она не будет. Вырабатывается отработанное топливо. Это смертельно опасная вещь. Ну и куда его девать? Оказывается, во всем мире нет ни одного захоронения радиоактивных отходов, такого надежного, профессионального, нет. Американцы пытались построить одно надежное укрытие где-то в горном массиве, в каких-то пещерах там, но до сих пор они этого не смогли реализовать. Как только появится атомная станция, если начнет работать, у нас начнут гореть леса, будет выбрасываться этот криптон, появятся сухие грозы и начнутся пожары. Нарушено очень многое. На каком расстоянии от Чернобыля практически стали нежилыми регионы целой Беларуси? 240 километров. Для Беларуси это очень много, а если это произойдет с Литвой, то для Литвы это просто конец. Это значит, что республики Литва больше не существует. Все. История Литвы на этом будет завершена. От Чернобыля выбросы добрались даже до Швейцарии. В Швейцарии на некоторых горных курортах повышена радиоактивность за счет чернобыльских выбросов. Опасность не на сотни, а на тысячи километров распространяется. Построить пытаются у самой границы с Литвой, как специально стараются добить Литву. В Чернобыле был выброс, очень мощный выброс, такой радиоактивный, такая полоса прошла через лес. Вот этот лес погиб. Он в основном такой хвойный. И что интересно, хвойный лес не выдерживает радиации, гибнет. А лиственный как-то выдержал. Вот то, что в хвойном лесу стояли лиственные деревья, они сохранились, а хвойный весь погиб. Этот лес так и назвали «Рыжий лес». Его решили уничтожить. Ломали его танками, бульдозерами и закапывали в песок. Там грунт песчаный. Закапывали в траншеи песчаные, засыпали песком. Ученые заявляли, что опасности выноса грунтовыми водами вот этой грязи всей отсутствует, не будет этого. Но на всякий случай пробурили множество скважин. Через несколько лет обнаружили, что плутоний и его новые какие-то соединения с грунтовыми водами постепенно движется к реке Припять. Плутоний попадет в реку Припять, Припять дальше течет в реку Днепр, а Днепр, как известно, в Черное море. Есть атомные станции в Калининской области. И вот там проделывали исследования. Брали озера, расположенные не очень далеко от этой станции, и проверяли состояние воды. И обнаружили, что вода очень грязная, радиоактивно загрязнена. То есть то, что вокруг атомной станции все озера погибнут, это однозначно. Вот этот наш национальный парк белорусский, он практически потеряет свою значимость как национальный парк. Озера будут загрязнены, уже чистыми их считать никто не будет. Перспективы, как видите, весьма серьезные.